2022 году, когда они брали эти на себя обязательства в привязке к софинансированию, они должны были понимать, что там есть абсолютно невыполнимые вопросы. И то, что сегодня они пытаются вот этот нарратив в общество внедрить о том, что если бы мы вот это соглашение ратифицировали, то проблем бы не было. Там же еще и другие вопросы. Там в этом документе, который подписал экс-президент, там были вопросы апартаментов тоже. И ряд других вопросов. Но у меня возникает вопрос. Я много лет проработал в правительстве, в администрации президента. Возникает закономерный вопрос. Они говорят, что если бы это произошло, было бы так. Ну, скажем, даже согласимся с вами с этим. Это план А. А какой был план Б? Ведь все понимали, что эти инициативы антинародные вызывают большой резонанс в обществе. Когда правительство формировало бюджет на текущий год, 2024 год, не заложив ни одного рубля, ни одной копейки на приобретение электричества извне, они говорили о том, и их действия подтверждают, что они делали все для того, чтобы привести нас к этой ситуации. Иначе, если бы они заложили бы определенные резервы, так называемый план Б, но никакого плана Б у них не было. И это говорит о том, что это целенаправленная была политика, это диверсионная работа. А как они тратили деньги? Вот бюджет Министерства финансов, например. Вот как пример вам приведу. С 46, там, с 40 миллионов до 170 миллионов увеличился. 33 миллиона направили только на вот новое Министерство энергетики, транспорта и так далее. В фонде президента непонятно, что происходит. Фонд премьер-министра на сегодняшний день, вот когда вот исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Шухович Ганба приступил к работе, в фонде премьер-министра уже был минус больше 100 миллионов рублей. Где деньги? Где деньги, о которых подряд несколько лет рапортовали наши чиновники? О том, что план перевыполнен, о том, что у нас интенсивным образом увеличивается собственная часть бюджета. Где эти деньги? Куда они делись? Вот этот вопрос остается открытым. И поэтому все, что сегодня происходит, вся проблема в энергетической, не только в энергетической сфере, и в том, что у нас, очевидно, это объективно надо говорить, что у нас в отношениях между Абхазией и Россией появились определенные сложности. Это все результат пагубной диверсионной работы экс-президента.